Совнаркоме определились с проектами народного бюджета, которые реализуют в следующем году. Республиканская межведомственная комиссия по отбору утвердила перечень из 388 народных инициатив по 13 направлениям. От Ухты в этот список вошли 7 проектов в сфере малого бизнеса, дорожной деятельности, благоустройства, образования и впервые в рамках экологического направления ликвидация несанкционированной свалки. Подробности у Виктории Науменко. Точечное решение проблем местного масштаба – основная задача проектов «Народный бюджет». Причем инициативы и соучастие граждан здесь решает. Так, школа номер 22 в микрорайоне Озерный во второй год подряд побеждает в народном бюджете. В этом году здесь закупили спортинвентарь для местных лыжников, в следующем оборудуют театр. Школа – социокультурный центр микрорайона, и ее преображение напрямую влияет на качество жизни местных жителей. Мы ежегодно изучаем запросы участников образовательных отношений, чтобы они хотели, чтобы улучшить жизнь в школе и микрорайоне. За счет средств республиканского бюджета в этом году был сделан ремонт актового зала. И мы понимаем, что есть задача создания, так скажем, школьных театров. И для того, чтобы школьный театр мог функционировать успешно, необходимы прежде всего и материально-технические условия. Так вот, за счет проекта «Народный бюджет» эти условия будут созданы при поддержке населения. Благодаря инициативным гражданам победителем народного бюджета вновь стал проект из поселка Водный. В этом году в рамках проекта для зала местного дома культуры закупили оборудование для зрителей с нарушениями зрения. В следующем благоустроят парк. В прошлом году мы сделали там на месте старой начальной школы благоустройство. На этом месте мы сделали небольшой парк там. И в этом году жители решили продолжить благоустройство и предложили сделать на этом месте освещение. То есть где-то в районе 560 тысяч этот проект. Будут установлены 13 светильников с опорами. Будет обустроена сама система освещения этого небольшого парка. В другом ухтинском поселке Ярига в рамках народного бюджета 2023 отремонтируют участок объездной дороги. Также в пригороде Ухты впервые реализуют проект экологической направленности. В следующем году в Ухте в рамках народного бюджета впервые будут ликвидировать несанкционированную свалку в местечке Заболотное. Сейчас ее под снегом не очень хорошо видно, но в летнее время доставляет немало неудобств. С инициативой по ликвидации свалки в рамках народного бюджета впервые выступило управление ЖКХ Ухтинской администрации. Подрядчика для ликвидации свалки выберут с помощью аукциона. К слову, это не единственная свалка, которую мэрия планирует ликвидировать в следующем году. В планах 5 подобных мест складирования отходов. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрга, Ухта.